столице Чехии, Праге, состоялся кыргызско-чешский бизнес-форум, в котором приняли участие около 200 участников. Из них 100 предпринимателей из Кыргызстана. Форум организован Российско-Кыргызским фондом развития совместно с консульством Чехии в Кыргызстане. Это не первая встреча деловых кругов Чехии и Кыргызстана. Цель нынешней – обменяться конкретным опытом, познакомиться с лучшими практиками чешских компаний для дальнейшего сотрудничества. И сегодня, судя по большому количеству участников, такое взаимодействие очень интересно обеим сторонам, подчеркнул замминистра промышленности и торговли Чешской Республики Эдуард Муржицкий. Что касается сегодняшнего сотрудничества, то скажу, что потенциал наш полностью не использован, хотя взаимодействие развивается успешно. Чехия экспортирует в Кыргызстан продукцию машиностроения, а из Кыргызстана – сельскохозяйственную продукцию. Так что у нас есть потенциал сотрудничества в сфере энергетики, возобновляемых источников и инфраструктуре. Кыргызско-чешское сотрудничество своими корнями уходит в далекое прошлое, когда еще в 1925 году в Киргизии высадился десант Интергельпо, который начал помогать налаживать промышленность в горном крае. А уже в 1934 году выпуск всей промышленной продукции в Киргизии составлял 20%. Но нынешние результаты стороны не удовлетворяют. Если в 2014 году товарооборот составлял 9 миллионов долларов в год, то через 2 года он был всего 7,5 миллионов. Так что потенциал у нас огромный, отметил замминистра экономики Данияр Иманалиев. По итогам первого форума мы уже смогли подписать порядка 17 соглашений. Первые 3 проекта начали реализовываться. Кроме этого, мы ожидаем, что вот эти взаимоотношения они будут развиваться. Пример такого сотрудничества – зеленая энергетика, то есть использование возобновляемых источников энергии, солнца, ветра, воды. Это, по словам чешских коллег, поможет сохранить уникальную кыргызскую природу. Кыргызстан является солнечной страной. У нас в год более 300 солнечных дней, и грех его не использовать. Это, как у нас говорят, солнце счет не выставляет. Нами уже были реализованы несколько проектов в самом Бишкеке и на территории детского лагеря Жетиген. Ну а помогают продвигать совместные проекты Чешский экспортный банк и Российско-Кыргызский фонд развития. Мы проводим второй форум. Первый прошел в Бишкеке, как вы помните, он активно прошел, и тогда мы подписали 16 предварительных контрактов. Из них 3 сегодня уже реализованы, и они действуют на территории Кыргызской республики. И чешская сторона проявляет очень большой интерес, как и кыргызская сторона, к налаживанию этих отношений. И сегодня экспортный банк, он готов совместно с фондом финансировать те программы и бизнес-проекты, которые будут именно важны для кыргызской экономики. За последние 23 года такая активизация торгово-экономических отношений происходит впервые. На нынешнем этапе Чехии интересен 180-миллионный рынок ЕАЭС, куда входит Кыргызстан. Также наша страна обладает статусом ВСП+, что дает нам право беспошлинного ввоза продукции на рынке Евросоюза по 6 тысячам товарных позиций. В рамках форума состоялся бизнес-тур по чешским предприятиям по направлениям сельское хозяйство, энергетика, промышленность и инфраструктура. Ольга Севастьянова, Чингис Джумагулов, Общественный первый канал.